Как это не нравится некоторым политикам, но Чеченскую войну можно назвать гражданской. По крайней мере, в той ее части, которая была связана с чеченским сопротивлением. Антидудаевская оппозиция базировалась в Притиричье, куда стихийно уходили противники генерала, избежавшие репрессий. Оппозиция не ставила вопрос о политическом статусе Чечни. Она хотела ликвидировать режим Дудаева, ведущий народ к войне с Россией. Вследствие провала обещаний о всеобщем благоденствии, о золотых краниках с верблюжьим молоком, о нефтяной трубе, которая сделает каждого чеченца таким же богатым, как арабские шейхи, последовали уже другие предложения. Дудаев показывал с телеэкрана на автомат и говорил: «Если ты волк, хватай, если шакал, терпи». В стремлении предотвратить большую войну и в Москве, и в Грозном были предприняты несколько неудачных попыток наладить переговорный процесс с Дудаевым. Но он не хотел мира. В ноябре 92-го им лично был арестован пост российских войск в Сунжинском районе, чем были сорваны мирные инициативы Шахрая Мамадаева.